Каб стаць сапраўдным выхавальнікам дзяцей, трэба аддаць ім сваё сэрца, пісаў калісьці Васіль Сухамлінскі. Згодная з ім і гераіня нашага наступнага сюжэта Алена Леганькова, выхавальніца дзіцячага садка нумар 5 горада Шклова. Ужо 30 гадоў яна дзеліцца частінкай сваёй душы з любімымі малышамі. Вот такой нарядный детский сад, это мамин праздник у ребят. У групе малышок поўным ходам ідзе рэпетыцыя да 8 сакавіка. Гэта самыя маленькія выхаванцы садка, аднак яны стараюцца падрыхтаваць для сваіх матуль і бабуль сапраўднае свята. Хотя мы и самые маленькие, и утренников как таковых у нас открытых еще не проводится в этой группе, все равно мы все праздники отмечаем тематическими занятиями, разучиваем с детьми и стихи о маме. Вот в частности к 8 марта мы разучиваем и о маме стихи, и песенки разучиваем. Вот. Сделали подарочки для мам своими руками. Детки приготовили открыточки с цветочками, будут дарить своим мамочкам. Алена Леганькова у 5-м садку працуе 15 гадоў. Агульны жа стаж яе у прафесіі выхавальніка ўжо больш за 30. У яе першай малодшай групе зараз 19 дзяцей. І да кожнага з іх Алена Васильевна знаходзіць свой падыход. Малыши у нас в этом году пришли почти все трехлетки, поэтому мне вообще с ними легко. Все детки хорошие у нас, умнички. Ну, конечно, бывают с капризами, потому что они пришли из дома, каждый со своей семьей, каждый со своим характером, своими индивидуальными особенностями. Это самый мой любимый возраст. Хоть и тяжело, значит, приучать их в детском саду, но это самый любимый возраст, потому что они все такие наивные, непосредственные, все такие маленькие, их всех хочется пожалеть. Гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі толькі распачалі прыстасоўвацца да самастойнага жыцця ў дзіцячым садку. Таму галоўная задача выхавальніка – данесці да іх як мага больш карыснай і патрэбнай інфармацыі. На первом году посещения детского сада мы учим детей прежде всего общению между собой, обучаем их самостоятельности, ухаживать за собой – это и самостоятельно есть, самостоятельно раздеваться, внимательно слушать сказки. Вот. Вводим на музыкальные занятия, приобщаем к музыке, занимаемся физкультурой с ними, учим держать карандаш, потому что детки пришли к нам еще маленькие, ничему не обученные. Узаемадзеянне сям'і і дзіцячага садка – неад'емная частка выхаваўчага працэсу, падкрэслівае Алена Васильевна. Таму узаемасувязь з бацькамі яна стараецца наладзіць адразу. Если мы найдем с первых дней взаимопонимание между воспитателем и родителем, то это намного легче. И адаптируется ребенок в детском саду, и многому научается. И то, чему мы учим, родители закрепляют дома, в повседневной жизни. То есть мы ведем с ними целенаправленную, планомерную и тесное сотрудничество и работу. Алена Леганькова жыве сваёй працай, яна умее акружыць клопатам, увагай і пяшчотай, а ўзамен атрымлівае ад сваіх выхаванцаў зарад пазітыву і добрага настрою. Дзіцячы садок стаў для яе другім домам, куды кожную раніцу яна прыходзіць са шчырай усмешкай. Па выніках 2017 года яна прызнана лепшым выхавальнікам дашкольнай установы. За всю свою многолетнюю трудовую деятельность я поняла, что все-таки это мое. И если я как бы не сильно осознавала, когда я шла в эту профессию, что это такое, ну, не представляла до конца работу с детьми, то теперь по прошествии столько времени, ну, такого большого промежутка, я поняла, что все-таки это мое, и я нахожусь на своем месте.